В результате революции 2005 года в Кыргызской республике смещен президент Аскар Акаев. К власти приходит Курманбек Бакиев. Новая власть демонстрирует хорошую бизнес-хватку, правда в части удовлетворения аппетитов исключительно окружения президента. Так, совладельцы мобильного оператора Мегаком к российским инвесторам Владимиру Андросику и Дмитрию Ивантору приходит сын президента Максим Бакиев, который получает долю в 49% через свои офшорные компании. По вполне понятным причинам компания начинает динамично развиваться, собственники зарабатывают хорошие деньги. Но бизнес есть бизнес. Страхуя свои вложенные средства, учредители вскоре подписывают дополнительное соглашение, которое обязывает стороны в случае планов сменить собственника первоначально предоставлять право выкупа акций другому участнику. Сегодня это вполне обычная и стандартная часть учредительных договоров. Тогда же это дополнение специально регистрировалось в Минюсте и заверялось нотариусом. В 2008 году российская сторона внезапно планирует выйти из бизнеса, однако по какой-то причине забывает предупредить новых собственников о существующих соглашениях и уступает свои права креатуре бывшего министра связи России Глебу Огняникову. Пользуясь ошибкой российской стороны и своим юридическим правом, Бакиев-младший подает в суд и юридически закрепляет за собой право владения всеми 100% Мегакома. С тех пор российская сторона, самостоятельно нарушившая условия соглашения, не имеет юридического отношения к мобильному оператору. Двигала ли Бакиевым жажда наживы, либо это была попытка обезопасить себя, но в это же время компания, принадлежащая сыну президента, продает акции оператора через цепочку офшоров компании Serpius, которая выплачивает при этом налог в госбюджет на достаточно солидную по тем временам для Киргизии сумму. По условиям купли-продажи, постепенно контроль над менеджментом компании должен был перейти к новому владельцу. Но, по-видимому, расставаться с доходным бизнесом сыну бывшего президента в какой-то момент расхотелось. Бакиев-младший сознательно банкротит оператора сотовой связи, а весь технический и имущественный комплекс Мегакома переходит на новое юридическое лицо. Попутно в уже очищенную таким образом компанию привлекается еще один инвестор. Добросовестный же покупатель Serpius остается вне игры у разбитого корыта. Новый 2010 год приносит Бакиеву не только дивиденды от его мегагосударственного бизнеса. В результате событий 7 апреля он и вся президентская рать бегут из страны. Государство национализирует активы Бакиева, среди которых оказывается и Мегаком. Воспользовавшись вакуумом власти, после революции на арене появляются так называемые российские инвесторы, структуры Реймана Огняникова, не успевшие откусить от пирога Мегакома свой кусок при Максиме Бакиеве. Не имея законных оснований, они пытаются получить контроль над компанией, пользуясь банальным давлением на власть. Не утруждая себя доскональной проверкой предъявленных ими фактов, власти идут на поводу у российских гостей. И, как выяснилось позже, такая сговорчивость была обусловлена заинтересованностью ни много ни мало самого генпрокурора, чья жена проводила ряд сделок с Мегакомом по явно завышенным ценам. Леонид Рейман в прошлом один из самых одиозных российских чиновников, чье влияние сегодня сведено к нулю. В течение всего периода работы Реймана на посту министра связи Российской Федерации его имя неоднократно фигурировало в коррупционных скандалах как внутрироссийского, так и международного масштаба. Бизнесмен не единожды был увлечен в махинациях и отмывании денег. В 2005 году американское издание сообщило, что в Германии Реймана подозревают в присвоении активов телекоммуникационных компаний на $1 миллиард. В 2006 году арбитражный трибунал Цюриха признал, что Рейман получил финансовую выгоду от покупки МТС компании Телеком-21. В 2007 прокуратура британских Виргинских островов доказала, что бывший чиновник использовал Бермудский фонд IPOC для отмывания доходов, полученных преступным путем. В мае 2008 года Владимир Путин снял его с должности министра связи. Все активы Реймана были распроданы. Жирную точку в его государственной карьере поставил президент России Дмитрий Медведев, уволивший скандального чиновника с поста своего советника в сентябре 2010 года. Именно Леонид Рейман стоит за структурами Глеба Огнянникова и Венти Спенвелл, которые запомнились на просторах СНГ, банкротство мобильного оператора в Молдове, скандальными разоблачениями киргизского менеджмента мобильного оператора и замешанного, по мнению силовых структур, в выводе средств в офшоры. В начале 2011 года финполиция Кыргызстана возбуждает уголовное дело против менеджмента компании по факту вывода средств на офшорные счета, которые, как подозревают, принадлежат все тому же Бакиеву. Ирония судьбы, но в выигрыше опять оказался беглый сын президента.
Руководство компании новое, но схема старая, и покровительство Генпрокуратуры опять решает все в пользу россиян. Пораженная тем, что ситуация начинает приобретать политическую окраску и начала выходить из правового поля, добросовестная компания-владелец Мегакома Серпиус на специальном брифинге заявляет о своих законных правах на владение оператором мобильной связи. На этом этапе подключается специальная парламентская комиссия, в распоряжение которой подаются все документы собственников. По поручению президента дело под контроль берет кыргызская спецслужба. Вокруг компании разгорается настоящая борьба за контроль. Всплывают новые документы, свидетельствующие о нечистоплотности бывшего руководства компании, их продолжающихся связях с беглым Бакиевым и лоббизме отдельных высокопоставленных чиновников. На спецкомиссию оказывается колоссальное давление. Предпринимается попытка перевести конфликт в политическую плоскость. В ход идут черные технологии манипулирования общественным мнением в интересах псевдовладельцев, прикрывающимися кремлевскими кабинетами без ведома их хозяев. Этим всем нечистоплотные дельцы вкупе с некоторыми политиками пытаются скрыть правду о реальных собственниках. Кто же возьмет на себя ответственность за компенсацию 195 миллионов долларов, которую компания Серпиус выплатила за мобильного оператора? Кто вернет более 797 миллионов сом, выплаченных при этом налогов, в бюджет республики? Кто-то явно пытается улучшить свое благосостояние за счет реального владельца и простых кыргызстанцев.